Территориальные избирательные комиссии решили, что партия НДПК замешана в подкупе. Самой политической организации это решение называют необоснованным и намерены оспаривать в суде. Также, если партия не согласна с решением бишкекской ТИК, она в течение 3 дней может подать жалобу. Вы все прекрасно знаете, что во время информационной кампании таких выбросов очень много было. Это характерно для всех выборов, всех уровней в нашей стране. И подобные выбросы тоже их было очень много. И, к сожалению, Бишкекская территориальная избирательная комиссия, она взяла за основу именно эти фейковые новости. Там указываются 2 факта, по которым якобы возможны подкупы. Никаких доказательств о том, что это действительно подкупы со стороны партии или со стороны его членов, на сегодняшний день нет. В день выборов в социальных сетях было распространено видео задержания с поличным близкого друга одного из кандидатов политической партии НДПК при попытке подкупа голосов. Также были допрошены свидетели, которые связывались с ним по телефону. Они дали показания, что получали денежные средства за агитацию и подкуп голосов за политическую партию НДПК. Один из кандидатов политической партии Касымов раздавал деньги в штабе у себя. Кроме этого, по его показаниям, которые дал сам кандидат, он содержал штаб за свои деньги, что является нарушением. Тем более денежные средства, которые он указал в своих свидетельских показаниях, превышают 200-300 тысяч сомов. То есть это на содержание штаба, аренду, оплату агитаторов и наблюдателей. Кроме этого, ближайшие родственники и друзья оказывали безвозмездную помощь, что также является нарушением избирательного законодательства. Между тем, политические партии реформы Акбата, которые призвали к справедливым выборам, требуют, чтобы ЦИК отменил голосование партии МГЕК. По его словам, партия набрала наибольшее количество голосов в последней кампании. Следует отметить, что 6 партий преодолели 7% барьер на выборах в Бишкекский городской кенеш. Партия «Реформа» получила 6,18% голосов, а социал-демократы 5,59%. По словам политика Сейтека Качкумбая, в случае упразднения НДПК откроется путь для следующих партий, а мэрия Бишкека пополнится новыми лицами. Теоретически можно предположить, да, сейчас если снимут одну партию, получается, у них сейчас предварительно они получают около 9 мандатов, да? Вот эти 9 мандатов распределяют поровну остальным прошедшим, тем партиям, которые прошли. И второй момент, возможно, общее число голосов, которые они набрали, и могут распределить между остальными партиями, тогда, возможно, партия «Реформа» пройдет, да? Партия НДПК на выборах набрала 14 288 голосов избирателей, что составило 10,67% при проходном пороге 7%. Партия претендовала на 8 депутатских мандатов. Теперь ЦИК намерена вновь подсчитать голоса избирателей. Айжан Аманова, Нурбосын Тургуналиев, Нью ТВ.